реформа вступила в силу. До Нового года были проведены процедуры по 44-му федеральному закону, значит, в рамках которых были заключены государственные контракты. Значит, на сегодняшний день жилкомсервис талоны нам не продает на полигон. Жалобы поступили от одной организации 27 февраля, от второй 28 февраля. Значит, дело в том, что вопрос горит, поскольку я вас понял, да? Это не естественная монополия. Вот сейчас записали вопрос, вам ответишь по 44 закону. Нет, ну вообще, они признаны монополистом. Он сам по 135-му. Нет. По талонам у нас как раз-таки жилкомсервис. Эту обязанность никто не снимал. Они продают талоны. Понятно. Записали вопрос просто по естественной монополии. Вопрос. Все, мне просто было интересно, имеют ли они право. Они все-таки естественно. Нет, они не монополисты, они хозяйственные. А еще вопрос есть по естественной монополии или глобальной? Эти мы жалобы рассмотрим. Так, еще вопросы есть к Алексею Дмитриевичу, уважаемые коллеги? Нет, да? Алексей Дмитриевич, все. Ага, спасибо большое. Так, уважаемые коллеги, давайте вопросы. Я так понимаю, что очень много вопросов по экосетям. Все-таки вот на ваш вопрос по поводу жилкомсервиса, да? Вы писали письменно нам заявление? Конечно. Есть у нас заявление, мы рассмотрим. Но мы, значит, рассматриваем. Да, сейчас мы не готовы вам сказать, есть нарушение либо нет. То есть у нас заявление еще не рассмотрено. Просто вчера в рамках круглого стола, да, вчера был круглый стол, координационный совет, да, ну, круглый стол позиционировался. Представителям экосетей была озвучена такая информация о том, что мы должны расторгать эти контракты, что они не имеют силы и прочее, прочее. То есть, мне просто интересна позиция, да, как бы. Да, мы рассмотрим это заявление. Так, уважаемые коллеги, давайте сейчас, Александр, вот я так понимаю, что по мусорной тематике достаточно сейчас идут такие значимые баталии, значимые, да, очень много заинтересованных сторон. Я вот просто хотел бы, чтобы Арина Баировна, вот дайте такую информацию общую, да, с чего это начиналось, что мы рассмотрели, какие решения мы приняли, значит, какие заявления поступили, на какой стадии сейчас они находятся, значит, еще какие заявления нам поступили по так называемому сговору перевозчиков, вот последние, да, как это мы будем рассматривать, пожалуйста. Вы все знаете, да, что у нас в 2017 году у нас были конкурсные отборы, проводило наше Министерство энергетики, ЖКХ и энергетики, да, по выбору операторов по вывозу твердых коммунальных отходов. Проводилось постановление 881 правительства Российской Федерации. Нам поступило в 2017 году 3 жалобы две от ООО «Авангард» и 1 от «Новые экологические технологии». Из 3 жалоб выбирался оператор на центральную зону. Центральная зона — это у нас Якутск, Горный, Хангаласский, Намцы, да, ближайший прибыль. Из них с 3 жалоб 2 жалобы были признаны обоснованными, 1 жалоба не обоснована. Было выдано 1 предписание об аннулировании вообще у нас конкурсного отбора, 1 предписание было выдано внесение изменений. И 1 жалоба была признана необоснованно, мы предписание, соответственно, не выдавали. Это у нас было в 2017 году, поэтому в 2017 году у нас по центральной зоне не был избран региональный оператор. А в 2018 году центральный оператор, в связи с тем, что по Российской Федерации прошла такая большая волна, все функции по рассмотрению жалоб по 881 постановлению ФАС России забрал себе. Тоже поступило 2 жалобы, которые были направлены в центральный аппарат ФАС России. 1 жалоба ФАСом России была признана обоснованно, было выдано предписание внесения изменений в документацию. 1 жалоба была признана необоснованной, и, соответственно, предписание не выдавалось. Вы сказали, все жалобы забрал себе. Какие жалобы приняли решение? Не успел записать. С 2018 года все жалобы по постановлению 881, которые организуются по конкурсному отбору по региональному оператору, ФАС России рассматривал сам. Только ФАС России. То есть нам поступали, предположим, жалобы, да, поступило 2, мы отправили их в центральный аппарат на рассмотрение. Ответы получены? Мы ответы ФАС России не обязан нам отвечать, все, получается, выступал заявитель и ответчик. Все в ФАСе России, все летали, все участвовали, все рассматривались.
В 2018 году все-таки у нас состоялся конкурсный отбор, да, был у нас избран по центральной зоне ООО «Якутск Экосети». Хочу обратить внимание, что максимальная стоимость у нас была по центральной зоне 10,5 миллиардов. Якутск Экосети у нас вообще не снизил данную стоимость, да, по максимальному он выиграл и заключил. Хотя другой участник, не могу сказать, кто сейчас, да, он предложил на 5 миллиардов меньше. На 5 миллиардов меньше. Его не допустили. И мы проверяли, нам прокуратура республики выдала поручение, чтобы мы проверили данный конкурсный отбор. Мы не нашли нарушения, заявка действительно не соответствовала документации. Поэтому Экосети было избрано. В конце 2018 года Государственный комитет по ценовой политике утвердил тарифы. Нам в этом году поступило 2 обращения на данные тарифы по утверждению, так как мы территориальное управление, мы не обладаем полномочиями по контролю за данными тарифами, обладает только ФАС России. Поэтому мы все заявления отправили в ФАС России. ФАС России будет проверять установление данных тарифов. Хотим еще также обратить внимание по поводу, все-таки очень много идет вопросов, что в тарифы включены стоимость объекта строительства этого полигона. И мы вот смотрим тоже, мы читаем новости, все это смотрим в интернете, все заседания правительства, так и окружной администрации, да, вот вычитали, что 4 февраля было заседание при Колодезникове в правительстве Республики Саха-Якутия, где представитель Экосети, он не отрицал, что в 2016 году между окружной администрацией и Экосети было подписано конституционное соглашение на строительство мусороперерабатывающего завода на переулке Базовом и на строительство полигона нового на Вилюйском тракте. 2 объекта строительства, инвестиции не менее 600 миллионов было предусмотрено. Было передано им в марте, в апреле 2016 года 2 земельных участка под это строительство, и они должны были все это построить за свой счет. Написано в конституционном соглашении, за счет Экосети. И также там указано, что оно подписано на 20 лет, до 2000. Получается, он эксплуатирует эти объекты и только... Получается, он инвестирует, да, он обязан был инвестировать свои деньги, и за счет этого он строит эти объекты, и потом его эксплуатируя, получает себе доход, возвращает свои инвестиции. Это есть конституционное соглашение, федеральный закон, в принципе, это и предусматривает. И поэтому вопрос по поводу включения тарифов, что сейчас население сами строит себе этот полигон, так мы не обладаем полномочиями рассматривать тарифы, мы будем акцентировать это все-таки, чтобы посмотрел ФАС России. Дело в том, что, возможно, конституционное соглашение, может быть, оно не действует, как бы мы сейчас не сможем об этом однозначно сказать, да, но мы нигде не видели ни в СМИ, ни заявления правительства, ни окружной администрации, ни Экосети, что оно не действующее. Наоборот, в правительстве заявляется, в раннем феврале заявлялось, что оно действующее, да, и поэтому, конечно, очень много вопросов, и, конечно же, мы будем обращать внимание ФАС России на это. Соглашение? Соглашение вы можете запросить, мы не знаем, как мы будем вам выдавать, оно в принципе. Нет, вы можете же запросить, вы говорите, мы не знаем, действует, не действует. Оно действующее или не действующее? Это будет ФАС России делать, когда он будет проверять тарифы. А вы как думаете, оно действующее или не действующее? Мы считаем, мы смотрим, мы мониторим информацию, да. Оно действующее. Мы не увидели нигде, что оно не действующее, что вы признали не действующим, что они расторгли. По поводу аукционов. Нам поступило 6 жалоб на аукционы, которые организовал Экосети по выбору оператора, который будет транспортировать эти в центральной зоне. Да. Они публиковали 6 аукционов. Мы по одному аукциону отказали в рассмотрении, там мог участвовать только малый и средний бизнес. 5 аукционов жалоб мы рассмотрели, признали их обоснованными. Скажу в чем. В аукционной документации указано, что хоссубъект, участник, да, победитель, кто выиграет в будущем, он обязан был вывозить твердые коммунальные отходы как с жилого фонда, так и с нежилого фонда. То есть это с отходов юридических лиц, хоссубъектов. При этом
и также представитель Якутской экосети, он не отрицал, что объемы снежевого фонда в документации не указаны. И начально-максимальная стоимость, она не включает в себя оплату за услуги вывоза снежевого фонда. То есть там были начально-максимальная стоимость, включала только жилой фонд. При этом в документации в аукционе было четко написано, что начальная максимальная стоимость включает все расходы по вывозу всех коммунальных отходов с этой территории. У нас возник вопрос, то есть вы пишете, что включает все, но при этом вы начальную максимальную не залаживаете то, что вы будете платить за юридических лиц, и объемы вы не указываете, что противоречит постановлению 1133, в связи с чем мы признали жалобы обоснованными, да, и выдали предписание об аннулировании как аукциона, так и итогов. Хочу обратить внимание, что на аукцион у них не было подано ни одной заявки. Можно, кстати, по этому поводу комментарий? Да, пожалуйста. Значит, по вопросу подачи ни одной заявки. Ну, во-первых, у нас уже был прецедент, как раз то, что вами озвучено, это сейчас та ситуация, которая происходит 2 месяца по части оплаты, да, как бы, между Якутской экосетией и Ассоциацией перевозчиков. По поводу подачи заявок. Естественно, прочитав документацию, никто подаваться туда не смог бы. Во-первых, условия невыполнимы изначально. Во-вторых, нам сказали, что мы опять бунтуем вчера, но я просто хочу озвучить о суммах, да, проведения данного аукциона и элементарного обеспечения. То есть вот второй аукцион, последний, да, он был объявлен в январе, да, по-моему, в конце февраля. На тот момент мы уже месяц работали, практически бесплатно, да, деньги нам не возмещались, а обеспечение только заявки, там было что-то порядка 500-600 тысяч, а обеспечение контракта порядка, по-моему, 5 миллионов. Это вот просто к тому, что мы и так, работая себе, за свой счет, можно сказать, подав заявку на конкурс, изначально документация, в котором была составлена, неверно, мы просто не смогли бы этого сделать, да? Дело в том, что там получилось так, да, что они... Поясните, вы должны были в обеспечении контракта 5 миллионов... Если бы мы подали заявку и выиграли бы этот аукцион, для того, чтобы заключить контракт в качестве обеспечения его исполнения, мы должны были заплатить около 5 миллионов. Я точную сумму сейчас которые по исполнению контракта вам бы вернули. И потом по факту исполнения, после, потом нам бы его вернули. То есть в момент исполнения он бы висел там у рекоператора, как бы, и деньги бы висели просто эти. Получается, фактически, да, Якутской экосети, он не знает объем вывоза ТКО с нежилого фонда, именно юридических лиц. И при этом он говорит: вы вывозите, мы потом когда-нибудь посчитаем эти объемы, и потом когда-нибудь мы вам заплатим. Вот так-то посчитаем. И при этом в начальной максимальной стоимости они эту сумму за нежилой фонд не указывают, а в документации пишут, что, ребята, там это все заложено, все расходы, все заложено, именно вывоза всего ТКО с такой-то зоны. Вот в чем дело было. Поэтому, в принципе, мы понимаем, почему не было ни одной заявки. Потому что субъекты, которые занимаются данным видом вывозу, они не знают, какой объем фактически они будут вывозить. То есть фактически, конечно, объем будет больше. А заплатит им, получается, то, что указано в начальной максимальной стоимости. Тем не менее, создав такие условия, он еще и подает жалобу на картельный сговор. Но мы данную жалобу будем рассматривать. Мы сейчас будем смотреть. Мы сейчас не можем сказать ни по мужскому сервису, потому что мы рассматриваем. Я надеюсь, вы будете смеяться, когда будете. Виталий, мы люди беспристрастные, закон превыше всего, говорит, мы с точки зрения законодательства смотрим, есть ли там сговор, нет ли сговора. Но, по крайней мере, с точки зрения того, что мы сейчас рассмотрели заявление по поводу данных торгов, мы увидели то, что увидели. И то, что мы сегодня вам, в принципе, докладываем. То есть категория мусора там вообще никак не разделяется? Там они четко сказали, что в документации есть только объем по жилому фонду. Там это не ответ, но категория же мусора, они же заявляли о том, что он имеет определенные категории. И там классы и виды. Да, классы и виды. У них по жилому фонду указано 4-5 класс опасности. Все. И объемы, утвержденные этим Министерством ЖКХ, 1 куб 86 в год, да, на человека, они тоже неправильные.
По поводу нормативы. тарифов, Да. опять-таки, да, Нет, всё-таки если по это нормативу смотреть, на одну КПДшку получается 1 бак должен стоять. По факту там установлено по 2 минимум бака на одну КПДшку. Там 300 Ну, даже 300. А так по количеству человек там должно стоять 1 бак. Ну вот видите, да, По прописанным людям. поэтому Даже по факту. наши заявители говорили ассоциации, что объемы прописаны намного меньше, чем сейчас фактически вот в январе ассоциация вывозила. Представляете, если на многоквартирный дом оставлять 1 бак, что там будет? Да, Надо по бумажками факту. жить, а не жизнью. По нормативу кто-то это должны стоять обжаловал? по одному баку должны быть. Сейчас дело в том, что мы сегодня, вот Александр, конечно, сегодня подписал это решение, мы сегодня все это и выдадим, в течение 3 месяцев они имеют право обжаловать в суд. Вот именно сами нормативы. Нет, нормативы нет. Никто не обжаловал. Нормативы мы не можем сказать, потому что мы их не смотрим. Уважаемые коллеги, вообще, Три момента. вы знаете, сегодня прозвучало, что вызывают некие сомнения те суммы, которые сегодня предпринимателям, в общем-то, выставляются, да, жалобы поступили, но сейчас принято решение центрального аппарата в связи с тем, что вот такой резонанс пошел в целом по стране, то есть обоснованность вот этих тарифов будет проверяться в центральном аппарате ФАС России. Да? Я вот здесь, естественно, когда от нас потребуют наше экспертное заключение, наши коллеги из вышестоящей, так сказать, организации, мы, естественно, наше мнение скажем. Но что хотелось бы сказать, тарифы сами по себе с неба не упали. Их, значит, рассматривали в Госкомцентре Республики Саха-Якутия, в РЭКе, то есть РЭК Республики Саха-Якутия. Их утверждали официально. Поэтому, если вопросы возникают по, значит, так сказать, обоснованности тарифов, по, так сказать, их непрозрачности, надо обращаться непосредственно в РЭК Республики Саха-Якутия к товарищу Винокуровой. Вы обратились, извините, пожалуйста, и вчера мы точно так же ставили вопрос, на каком основании в тарифе сидит все-таки закуп контейнеров и их обслуживание, а тем не менее предприниматели заставляют покупать, и пока предприниматель не купит контейнер, с ним не заключают договор. Вот у нас уже опять идет диссонанс, да, в работе. РЭК устанавливает в тарифе сумму, закладывает ее, а, извините, якутская кассете говорит, нет, ребята, мы не должны, вот там управляющие компании бесплатно дают, и вы будьте добры, купите, а потом установите, а потом мы вас будем обслуживать. Вы знаете, моя фамилия Игнатьев, а не Винокурова, да, я не могу ответить на это. Я понимаю, но я хочу, знаете, что вам сказать? Вот что я хочу сказать. Вот даже по нашей организации, у нас здесь работает 28 человек, и у нас стоят 2 бака, которые мы сами, в общем-то, приобрели, и мы заметили такую тенденцию, что наши баки стали заполняться в 3 раза быстрее, чем раньше. Почему? Значит, неизвестные граждане неизвестной организации в наши баки, значит, начинают свой мусор, так сказать, сыпать. Что мы сейчас предпримем? Мы просто-напросто заказали 2 крышки. Мы теперь свои баки будем закрывать и, соответственно, наполнять и закрывать, то есть, чтобы не было чужого мусора. Я госпоже Лыковой, когда у нас было обсуждение на общественном совете, я прямым текстом говорю, что делаете? Вы привязали тарифы к населению, у вас сейчас предприниматели будут скидывать в мусорные баки, стоящие у жилых домов, и вы на жилых домов больше денег не возьмете, потому что у вас расчет идет с человека. Да. Вы с этим столкнетесь. Да нет, так никто не будет этим заморачиваться. Ну, вы знаете, уважаемые коллеги, ваш бак кидает. вы знаете, я даже скажу вам проще. Я член правления ТСЖ «Независимость». Вот наш дом, у нас 7 баков. И я тоже заметил, что наши баки стали заполняться в 2 раза быстрее. Почему? Потому что у нас весь 1-й этаж, это, как правило, коммерческие организации. 3 магазина, 1 организация, которая делает видеонаблюдение, зубная больница, туристическая компания и какая-то микрофинансовая организация. Да? Ну куда они мусор? Они же с собой же мусор не унесут домой. Куда они его? Они, соответственно, в баке ТСЖ «Независимость». Вот то же самое сейчас вот будем собираться 10-го и будем решать тоже эти баки каким-то образом спасать, скажем так, от чужого мусора. Значит, крышки будем, наверное, скорее всего, заказывать. Вот. Здесь вопрос-то вот в чем. Вот совершенно правильно вы сказали, да, что по нормативу работать намного стало проще, чем, скажем, по фактическому, да. Ведь даже вот мы, когда проводили свою кампанию, наша организация по заключению договора с Экосети, вот, я вам скажу так, у нас первоначальный договор, который нам представили, 45 тысяч в год. Вот. А мы платили в прошлом году 8700. 8600. 8600. Как организация, которая осуществляла у вас плюс, вот, 8600.
Мне пришлось еще раз посмотреть тарифы. Я сказал, нет, уважаемые коллеги, мы перейдем не по фактическому, мы перейдем по нормативу. И по нормативу у нас вышло 15 тысяч. Что все равно больше в 2 раза. Но все равно больше. Не, ну 8700, 15, но это ж не 45. А что изменилось? Можно спросить, а что изменилось? Изменилось, Тот же самый что перевозчик изменилось? ездит. Нет, Да. что изменилось? Изменилось то, что мы закажем 2 крышки на свои баки, понимаете, чем? Платить в 2 раза больше будет. Да, это самое важное, что платить будете в 2 раза больше, плюс еще крышки. И еще не факт, что эти крышки потом у вас не снимут. Потому что я уже столкнулась это на своем предприятии, у меня 4... Наши крышки находятся за забором, поэтому их не снимут, надеюсь, понимаете? Я чем тоже дело? за Ну забором. это так, шутка. Да, пожалуйста, вопрос. Юрий Алексеевич, а что делать населению? Вот смотрите, тарифы под вопросом, деньги изымают. Но мы же платим за квартиру, за мусор. Сейчас тарифы пересмотрят, это пересмотрят. Население-то что делать? Вы знаете, давайте не будем гадать на кофейной гуще, да? Все-таки давайте жить, скажем так, по факту. Кто-то завтра скажет уменьшение, повышение. Зачем мы друг друга нервируем, так сказать, и повышаем свой коэффициент возбуждаемости, да? Нервы портим себе, здоровье может от этого пострадать, да? Поступили заявления направлены, сейчас они будут рассмотрены и будет принято, я думаю, Соломоново решение, в конце концов, да? Вот. А мы посмотрим по факту. Это решение удовлетворит население, бизнес, промышленные предприятия, не удовлетворит. Но если эти тарифы будут обоснованы, да, тогда будем платить. Можно Прозрачно. отвлечься от мусорной тематики. Работу оператора не надлежащей. Вы знаете, мы же смотрим конкуренцию, а не качество выполняемых услуг. Понимаете, в чем дело? Здесь же вопрос-то в чем? Вопрос в чем? Вот посмотрите, уважаемые коллеги. МУП Жилкомхоз чья организация? Окружная администрация. Окружная администрация. Сидят, они нужны. Кто учредитель экосети? Жилкомсервис, конечно. Жилкомсервис. 49%. Значит, основной учредитель кто? Фермер Констракшн, основной учредитель, 51%. По крайней мере, когда они принимали участие в торгах, это было 100%. Тогда у них был, наоборот, там было 51 жилкомсервис, Да. а 49% было дано Да. Fuel ТД. Нет, они потом, когда мы начали рассматривать жалобы, они ее вывели, стали 100%. Они стали 100% А жилкомсервис. сейчас у них 51% Фермекс Да. Констракшн и 49%. А потом, когда они Хорошо. стали уже оператором, они ввели, то есть он... Уважаемые коллеги, я не буду сейчас вдаваться в подробности, у кого там какая доля, да, но хочу что отметить. Администрация города Якутска, МУП Жилкомсервис, экосети – это все аффилированные организации. Все, больше я вам ничего не скажу. Вопрос можно, да, еще Пожалуйста. один у меня? Как раз таки по аукционам экосетей, да? Их было 2. Первый был в конце декабря, ну и вот второй был, который вот жалобы нами подавались, да? И у нас, ну, как бы такое возникает уже такая мысль о том, что сейчас затягиваются сроки, то есть, ну, рекомендации же были после первого аукциона по внесению изменений в документацию аукциона. Конечно, может, какие-то минимальные были внесены, да, как бы, ну, по сути, мы сейчас видим, что у нас 5 жалоб из 6, опять же, признаны обоснованными. Тем временем, как бы, время уходит, время идет, процедуры не состоялись, как бы. Ну, то есть вот вопрос в том, ну, действительно, а не выглядит ли это сейчас так, как вот прям затягивание именно, намеренное затягивание вот этих вот, ну, проведения этих процедур, как бы. Потому что, по сути, если процедуры были проведены грамотно, да, все бы остались при своих, перевозчики бы работали, да, как бы, ну, оператор, там, не знаю, деньги не собирал, ну, сейчас их нет, по сути, и когда там 3-я у них, по-моему, должна быть, да, процедура, насколько я помню, и как бы пока пройдет время, пока они опять же ее подадут, это, ну, когда у нас будет, ну, не раньше, я думаю, мая месяца, это уже вот 5 месяцев от начала работы рекуперации. Вы знаете, что я хотел еще заметить, что все вот эти перевозчики, мелкие, независимые, это все субъекты малого и среднего предпринимательства. И я думаю, что здесь вам нужно обратиться в Министерство по делам предпринимательства, торговли и туризма
Вот, торгово-промышленная палата, общественное объединение предпринимательские, которые должны, в принципе, защищать ваши Мы интересы. вчера разговаривали, вот мы ждали сегодняшнего совещания, чтобы после этого созвониться. Это не совещание, это пресс-конференция. Пресс-конференции, да. Чтобы Просто мы написали, вход свободный. Как бы курс немного нашей беседы, ну, мне было проще направить. Мы вчера буквально вот вечером у нас была встреча с уполномоченным как раз по правам предпринимателей. Вот, поэтому, ну, как бы у меня уже есть, ну, как бы свои уже мысли по этому поводу. Я как бы все, что хотела, я услышала. Так, еще вопросы есть, уважаемые коллеги? Немножко отвлекаясь от этой тематики. Вот вы вначале заявили о том, что 2300 обращений ежегодно. Последние 7 лет занимаем лидирующее положение по обращениям ДФО. Ну, это же одна сторона медали. А вторая сторона медали, это говорит о том, что массовость нарушений присутствует. Вы знаете, возможно, надо не количеством хвастаться, а систему ломать. Здесь ситуация вот в чем. У нас, вот, если взять вот эти заявления, да, мы не хвастаемся, мы просто говорим о чем, что 70% жалоб, которые поступают, это 44-й федеральный закон. И 44-й федеральный закон позволяет компаниям, которые не участвуют в тендерных процедурах, писать жалобы. Их у нас где-то порядка 25%, да? Как правило, эти компании находятся где, Виталий? Они находятся в Москве, в Тольятти, в Уфе, в Новосибирске, в Барнауле, в Улан-Удэ, ну, практически во всех городах Российской Федерации. Они оспаривают положение аукционной или конкурсной документации. И я вам скажу так, когда мы изучаем их жалобы, мы видим, что где-то процентов на 80, там сидят неглупые люди, которые официально мониторят сайт торги.ру, да? Вот. Далее что происходит? А дальше происходит вторая сторона оборотная, криминальная. Дальше что происходит? Дальше организаторы торгов, заказчики находят эти организации, которые подали жалобы, или та организация, которая подала жалобу, обращается к заказчику и начинается торг. А торг в чем заключается? Я отзову жалобу, но это будет стоить столько. Вы знаете, я сам бы никогда бы не поверил, что это происходит. Но буквально 4 года назад мы совместно с АБЭП провели ОРД, оперативно-розыскные действия, в отношении заказчика из Чурапчинского УЛСа, в отношении компании, которая находилась в городе Уфе. И вы знаете, после проведения всех мероприятий ко мне пришел представитель заказчика и дал мне послушать запись. Запись торга. Сколько стоит отзыв жалобы? Вот теперь, когда вот к нам поступают вот такие жалобы, мы сразу оперативно, да, Снежана Вячеславовна, формируем документ и отправляем его в правоохранительные органы. Для чего? Потому что жалобы, как правило, вот пришло 10 жалоб, из них 5 жалоб отправлены с одного IP-адреса. Просто-напросто сидят группа товарищей, которые занимаются, скажем так, рэкетом, который позволяет им 44-й закон. С точки зрения, значит, вот они как волки, как вот эти санитары леса. Вот ведь они что видят в этой документации, где идет явно, значит, документация подготовлена под одного конкретного исполнителя, либо документация, как сказала мне Снежана Вячеславовна, подготовлена в муниципальном образовании специалистами недолжного уровня. И вот здесь происходит то, что происходит, о чем я сказал выше. И вот закон позволяет, но здесь происходит злоупотребление, связанное уже, так сказать, с криминалом. И вот мы сейчас, вот буквально в этом году уже 2 раза встречались с нашими коллегами из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, и при поступлении вот этих материалов мы сразу их туда направляем. Дальше, ну я думаю, там уже коллеги ведут свою определенную работу. Но еще раз сказал, что сейчас у нас в республике идут тендерные процедуры на строительство социально-бытовых объектов. Минимальная сумма там 120 миллионов, максимальная 840 миллионов. Вот пока на сегодняшний день то, что мы видим по тем жалобам, да, суммы огромные. Соответственно, ну и видать, аппетиты у этих людей тоже будут огромные.
Вот здесь как раз должны четко сработать мы, правоохранительные органы, в целом по всей Российской Федерации. Для того, чтобы вот этих, так сказать, нерадивых жалобщиков привести к ответу. Жалуется, не вымогает, по закону действует. Но когда вот жалуется и начинает вымогать, это уже связано с криминалом, с уголовным процессуальным кодексом. Вот такова реалия. Вот. А то, что вы говорите, велико, так это знаете, с одной стороны, что малый и средний бизнес сейчас уже не молчит, не идет на договоры, на сговоры с кем-то. Просто-напросто будем действовать по закону. Пишут жалобу. И не факт, что эта жалоба будет обоснована. Так, Снежана Вячеславовна? Да, тоже есть злоупотребление. Тоже есть злоупотребление правом. Виталий, есть злоупотребление правом. Мы видим, пишут ради того, чтобы написать или ради того, чтобы приостановить размещение торгов и пощекотать, ну, друг у друга там нервы. И такое бывает. Вот вы знаете, когда вот эти жалобы рассматриваешь, просто-напросто я вижу психологию людей, кто писал, кто участвовал, кто составлял и так далее, и так далее. Вот весь срез психофизических участников и тех, кто организует, и тех, кто участвует, он прямо вот так вот. Я всегда говорю, все хитрости, которые закладываются нашими заказчиками, когда они тянут одного из участников, это как заугольная хитрость. Вот так за угол заглянул, и там прямо вот так, фамилия, имя, отчество в ряд стоят граждане. Их видно. Я об этом говорю на любом совещании. В том числе вот на этом съезде, когда вот Госком торг проводил конференцию, я прямо сказал: уважаемые коллеги, вы думаете, что это не видно? Это все видно. И вся эта информация уходит в правоохранительные органы. Так, Виталий, еще есть вопросы? Прошу прощения. Спасибо большое за ответ. Вообще, Виталий, я думаю, что вот вы сейчас возглавляете Координационный совет при главе города Якутска, да? Вообще-то надо было вот Координационному совету при главе города Якутска, либо мы пришли бы к вам, либо вы пришли бы к нам. Мы вас вчера звали. А? Мы вас вчера Ну, звали. вчера у нас была такая большая накладка. Вот, но сегодня, я думаю, мы вам всю информацию дали, та, которая, в общем-то, вас интересует. Не вопрос, мы с вами с удовольствием встретимся. Давайте как-нибудь совместно заседание. Давайте, вот я считаю, вот можно где-то в первой декаде апреля месяца. Замечательно. В плане работы учтем. Учтите в плане работы, тем более я у вас член этой комиссии по взаимодействию с предпринимателями. Когда вот пришло предложение, я сказал, я сам буду участвовать, ну, потому что я там и раньше был, но интересно было. Так, спасибо всем за внимание. Считается, что действуют. Они же стали оператором именно на